Только начинаешь, и в это время приходят такие вот шакалы. Посчитал, сколько зарабатывает фотограф. Я охуел. Сколько ты зарабатываешь? Если бы афишировал бы, я давно бы стал блогером. Вытащил только 1000 рублей всего лишь. Сплю, да, потом. Во сне приходит человек и говорит, ты будешь Оран Хайям. А, да. Мужик сидит на унитазе, там провокация, там, да, типа. Каждый год я лучшим свадебным фотографом и один раз за границей снимал. В лесу вот начал я первым снимать вообще. Там каждый пенек знает, кроме Канкавасского мыса, да, смело могу сказать все мои локации. Слишком много слов, да, про старость. Блядь. У нас местные свадебные фотографии есть, что ли? Конечно. Я не знаю. Я что-то проспал, что ли? Качественных фотографов в Якутске вообще по пальцам можно посчитать. Это я, потом остальные. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым фотографом Евгением Уранхаем. Большое спасибо за предоставленную студию и оборудование Алексею Павлову из студии «Пространство». Вернемся к подкасту. Женя, привет. Расскажи о себе. Евгений Антонович. Здравствуйте. Расскажи о себе, как ты начинал. Как я начинал? Даже забыл, как я начинал. Просто это очень давно было. Вы, наверное, там учились в начальном классе, наверное. В каком году, в каком? Это давно было. Там сколько лет прошло? 20 почти. Чуть-чуть, не 20 там. Вообще начал с какого? С 2008 года начал Я снимать. школу закончил тогда. Ну, школу закончил, а я начал снимать. Понимаешь? Ну, мы могли вместе начать, если бы я знал, что такое камера. Ну, там многие не знали. Те, которые начали со мной вместе, там сейчас никто не снимает, наверное. Вообще никого? Ну, там пару человек остались, наверное, на рынке. Нету сейчас больше. Тем более на свадебном рынке никто сейчас не снимает, наверное, уже. Дольше только я снимаю свадьбу. Вот. А как ты начинал? Вот, расскажи сейчас. Вернемся к этому. Вообще, как начинал, все спрашивают, как начинал, как стал фотографом. Я всегда говорю, что вообще, когда учился, когда был студентом, лишили стипендию. Не сдал. Да, там один экзамен. У меня там был Юрий Федорович Королюк, профессор. И по какому предмету я сейчас забыл уже. Там я по образованию сам инженер. И недочет был. Не сдал. Это какой курс? Это 4-й курс был. И после Нового года, как денег нету, там стипендию получал, все равно кушать надо было, поэтому начал фотографировать. Тогда познакомился, до этого даже познакомился с Максом Федотовым. Короче, вместе начали двигаться. Он обрабатывал, я снимал. И мы студентам винетки снимали, там, да, вот это, и мелкие такие индивидуальные заказы брали. А камера откуда у вас была? Камеру? До этого я помогал сестре, получается, у сестры журнал был. В то время более успешный, можно сказать, журнал. И она подарила зеркальную камеру Nikon D5000, что ли, как там, любительская камера, на самом деле, да. Ты с Nikon. И вот она подарила. С Nikon, я никонистом был, потом предал, стал канонистом. В то время Никоном мало кто снимал, вот поэтому одалживать объектив, как сейчас, да, сейчас можно же любые объективы, там технику можно одолжить у коллег, да, а в то время это трудно было с этим вообще. И на Никоне снимал достаточно долго, получается, с 2008 года до 2012 года. До 2011 года. Да, 3 года снимал, получается, на Никоне, потом перешел на Canon. Вот, да, был студентом, без стипендии остался и начал снимать, фотографировать за деньги. Как снимал-то сначала бесплатно, потом все равно чуток поднимался иногда. Тем более там ВКонтакте было очень популярным. Площадка, главное, это была.
ну, как площадка, ну, как соцсети, как Инстаграм сейчас, да, тогда ВКонтакте вообще топ-1. И там для аватарки надо было фоткаться, вот поэтому девчонки очень часто заказывали вот для аватарки съемку, вот поэтому для них снимал вот, хороший, красивый, там где-то в заброшке, там, да, в студии, там. Тогда у нас студии не было. Мы с Максом снимали у него в квартире. У нас оборудование там самое-самое стрёмное, дешевое было, но мы все равно фон, обои покупали, там из обоев сделали фон, там. Прикольно. И вот так начинали снимать, все равно приходили, фотографировали. В основном наши знакомые девчонки фотографировались. Потом через знакомых уже сарафанное радио работает уже, да, и начинаешь вот потихо работать. Уже на 5 курсе уже достаточно успешно снимал. Вы хорошо снимали. Да, и уже там насчет образования уже... Да. Насчет стипендий, то тем более, да, вот, зачем стипендии, так, когда я же вот этот нормально снимаю там же. Ну, все равно для студента неплохо зарабатывал в то время. Вообще нормально. Не стыдно было даже. А свадьбам когда пришел? Параллельно уже начал снимать, потому что, ну, в основном сразу, там да? Родственникам снимал, друзьям, однокурсникам снимал, тоже бесплатно снимал, на самом деле. Достаточно много свадеб бесплатно снимал, ну, набивал себе руки, получается, да. Опыт. Потом уже помню первую свадьбу, это однокурсник заказывал, у однокурсника сестра есть, вот, у них работал, получается. И они оплатили, я там с 9 утра и еще не в городе снимал, в Павловске снимал. С 9 утра до 12, либо до часа ночи, что ли, снимал за 3000. А тогда стипендия у студентов была 4 примерно. А я за день заработал 3000. Нифига себе. Паш. Зачем учеба там? Можно стать фотографом, оказывается. Хотя не так. Там деньги не крутились на самом деле. Вот поэтому дело не в этом было просто. Почему? Потому что у меня тетя всегда занималась фотографией. Я ее видел, как она снимает, работает, как проявляет. Да, она на пленке снимала. Вот поэтому... Ну, для меня это близкая тема, да. И я в школе тоже на соревнованиях выиграл фотоаппарат такой пленочный, и начал на этом снимать тоже. Пару кадров есть. Вот поэтому для меня это близкая тема. И когда вот студенчество начал снимать, что-то мое было. И вот поэтому в основном уже, говорю, уже бесплатно снимал. Бесплатно просто друзей, знакомых там, да. Это потом уже, когда без стипендии остался, и в старших курсах более коммерчески стал работать. Хотя это трудно сказать, коммерчески. Это на самом деле не сильно коммерчески было. Что? Покушать. А настройки камеры как? Методом тыкания, конечно, как все. Инструкции никто же не читает. Книжку в камеру покупает, инструкции никто не читает. Ты читал? Нет, вроде. Вот никто не читает. Вот поэтому я инструкцию вообще не читал, и методом тыкания вот так. Тем более тогда интернета же нормально не было, вот поэтому это в каком году оптоволокно подключили? В 2013 году всего лишь. А мы там в курсоре сидели, там YouTube, хотя YouTube тоже слабый был тогда. Там контентов, как снимать вообще, как стать фотографом, вообще не было. Вот поэтому... Внутри, вот локально мы крутились. У нас в городе достаточно, очень много фотографов было, по идее. И фотоклуб был. Там я познакомился с другими фотографами, даже с Лешей Успех, хотя Леша там был звездой вообще. О, Леша там, вот там крутились, как сейчас у нас в WhatsApp же группе есть там, и между собой там офлайн общались, а сейчас онлайн, к сожалению. А офлайн это прикольно было там. Собирались, да, опытом обменивались там, интересно было на самом деле. Хотя я успел на пару встреч всего лишь там. Потом уже новое поколение, это мы приходим уже. Это Вителев, Угодзи, вот это новое поколение же. А до этого вот старики были, старшие, как сейчас я, получается, да. Первая свадьба, вот понравилась молодоженам? Я не знаю, но я с ними до сих
пор общаюсь, да, там, они сейчас говорят, вот, ты нашу свадьбу снимал, да, но по мне там фотки сейчас негодные на самом деле. Там вот это свадебное дело, тогда все вот так снимали, на площадях, на площади Ленина, там, да, на Ржанке, да, там. Все вот так снимали. Вот, я также снимаю на фоне вот Стеллы, Якутск, там. Вот. Все так снимали. Я также снимал классических. Ну, главное, им понравилось. Вот я не знаю. Хотя сейчас с ними общаюсь нормально, ничего не говорят. Там вот ты нам фигню снял, там никто не говорит и не сказали. Хорошо общаемся, так что... А кто тебе помогал в становлении фотографа? Кто? Ну, вот Макс Федотов, да, получается, он твоим напарником был, да, получается? Я говорю же, фотоклуб был, и мы как бы с другими фотографами общались. Скорее всего, так. Со всеми общаясь, ты просто начинаешь развиваться. Вот такого прям куратора, да, там, такого не было у меня. А почему Уранхай? Как ты взял себе название такое? Там сплю, да, потом. Во сне приходит человек и говорит, ты будешь Уранхаем. А, да. Нет, конечно, блин. Ну, стал вот Уранхаем, да. Вот стал Уранхаем. Расскажи про свой стиль фотографии. Про стиль? Ну, блин, я же старое поколение. У них стиля нет, они универсалы, вот поэтому у меня прям такого профильного стиля нету. Я все снимаю. Ну, я знаю, но просто как ты считаешь? Классик. Тем старше становишься классиком всего лишь. Оказывается. Сначала креатив, там, да, динамично, все дела, там. Много креатива делаешь, потом уже осознаешь, что это через года эти фотографии становятся фигней, неинтересным. А классика — это вечна. Вот поэтому к этому все равно приходишь с возрастом. Это понятное дело, вот поэтому нормально. Так что я классик, скорее всего, да? Классик, универсал. Значит, ты предпочитаешь такой стиль, да? Самому нравится снимать? Или... Нет, я все могу снять, но долгосрочно, если смотреть на фотографию, да, классические фотографии, они долговечны. Чем, допустим, свадьбу там, да, снимаешь креативно, да, сейчас модно снимать всяко разное, да. Допустим, в наше время ребята снимали креативно, типа мужик сидит на унитазе, там, это, конечно, прикольно, как креативно в то время, да, там, более журнально, да, провокация там, да, типа, ну, сейчас, куда денешь эту фотку, да, сейчас смотришь, тебе уже там 20, почти, ну, 15, 16, 17 лет, чуваку тогда было, наверное, 20 лет, да, 25, сейчас чуваку уже за 40, там, 40, а вот это, что скажет он? Дети уже взрослые, там, 18 лет, да. О, сынок, смотри, вот моя фотка вот такая вот, свадебная фотка. Кринжательно. Ну, мне кажется, вот поэтому классика. Ближе к классике надо работать просто. На кого из фотографов ты пытался равняться в Якутске? Был такое? Такого не было? Не было такого, не было. А в России? Даже, ну, как общались, следил за ребятами, но такого не было. Потом с приходом с хорошим интернетом, да, начал уже следить за другими российскими фотографами, да. В то время почему-то бум был там свадебный конкретно. С 11 года уже начинается свадебный бум в России, да. Люди уже начинают хорошо снимать. Уже такие, и сами фотографы предлагают вот молодым хорошо одеваться, да, там, они уже практически становятся организаторами свадеб, да, вот поэтому я также для своих клиентов я говорю, вот так одевайтесь, фотографии показываю, вот так одевайтесь, вот так одевайтесь, вот так оформление сделать, вот так прикольно. Ну, кто хотел хорошие фотографии, они очень вот старались так же, как я. Видели, как я стараюсь, и они тоже старались, вот поэтому тоже... Шли тебе навстречу. Да, вот поэтому, допустим, мои фотографии именно с 19-го года уже нормальное качество уже. Вот поэтому я сейчас смотрю эти фотографии, мне особо стыдно вообще хорошие кадры на самом деле. И в то время, это сейчас этот организатор, координатор, да, оформитель, а в то время свадебный фотограф был вообще
стилистом, визажистом, там, Да. хоть поваром там, что делал, можно сказать, да. Сейчас переходом организатором легче? Сейчас легче же, сейчас легче стало. Хорошо, ты что сам- появилась организация. Организатор вообще клево, вообще рад. Это же энергозатратно, когда самому все надо делать, там, да, вот это организовать. Тем более портфолио хочется поработать, вот поэтому все самому надо было делать. И с этими карточками еще надо было дальше работать. Все сам. Ну, когда ты молодой, это еще можно терпеть, а сейчас что? Вайто, хочется работать. Вот поэтому чисто отвечая за фото, все. Что для тебя значит или значил Майвет? Майвет, вот такая площадка была. Есть сейчас Майвет.ком, международный сейчас, да, как бы. Но когда российский был, да, Майвет.ру, тогда вообще все топовые фотографы России там сидели. И мы между собой общались, обменивались опытом, получается, да. И через Майвет все топовые фотографы прошли, получается. Даже наши, да, через это прошли. До сих пор сидят, наверное, смотрят, стырят идеи там. А я там один из первых был, наверное, да, кто зарегался, там начал свои фотографии выкладывать, да, там что-то получать за это, типа фото дня, фото недели, фото года. Ты много получил, да? Я очень много получил. Там у меня рейтинг до сих пор из-за этого выше получается. И ежегодно там проводят конкурс Майвет Awards, получается. Да, ты участвовал там? Я там участвовал много раз, да. Ну, когда первый раз участвовал, ничего не выстрелил, короче, да. Второй раз, третий раз. Третий раз только выстрелил, походу, получается. И я там финалистом стал. И как финалистом стал, у меня рейтинг уже выше становится, да, автоматически. И я там по Москве попал в топ-25. И сразу москвичи начали писать тук-тук-тук в нас. А я тут в Якутске там, да. У меня уже на лето уже заказами забит, получается. Да? Заказ есть на лето. И я занят, не могу к вам приехать. А потом иногда самое проблематичное логистика. Вот мы же очень далеко живем, вот поэтому я, допустим, до сих пор вот у меня сейчас геолокация там Казахстан, Алматы стоит, и оттуда звонят, пишут, я говорю, я в Якутске, там не могу приехать. А трансфер они не оплачивают? Нет, раньше. У меня же были такие съемки, да, оплачивали трансфер, да. Просто это нерентабельно. Они с Якутска до Москвы надо оплачивать летом, когда завышенная цена, это как минимум 50 тысяч, да, плюс гонорар там еще 50, 100 тысяч. В то время за 100 тысяч там уже топового московского фотографа можно было нанять. Ну, ты же, получается, тоже топовый? Я тогда в России... Топ России был, топ Москвы. В России вообще нормально был. Вот поэтому, если бы сразу... как выстрелил, мог бы поехать туда и начал бы там с агентством, по идее, можно было работать. А я тут остался просто. Я чуток патриот, вот поэтому до сих пор живу здесь. А так можно было. Как стал финалистом, сразу выстрелил в России. Там был фотограф популярный и блогер, да, там и подкасты делал, приглашал, как же ты, так же, как ты, фотограф, и разговаривали, беседовали, да, получается. Дмитрий Гусев, очень известный, по идее, фотограф. И тоже с ним общались, онлайн тоже с ним общались, вроде, да. Типа начали приглашать, там еще другие города приглашали, типа, с мастер-классом можешь приехать, нет, там. А я что-то поленился. Нет, скорее нет, я постеснялся, скорее всего, и там, и остался там. Казань был, Иркутск был, Омск был, они хотели за месяц, это как стал финалистом, сразу хотели обучаться у меня, другие фотографы, да. Просто я там, знаешь, свою тему начал гнуть. Это силуэты в основном на закате. Это же моя тема. Это сейчас вот так. Я эту тему жестко начал развивать конкретно, перевернуто, все дела. А на Майведе таких кадров
Не было. Были, но такие примитивные, проходные, да. А я очень сильно начал развивать эту тему, да, силуэтные. И этим стилем, не стиль, фишка, нет, как можно сказать, ну, карточка. Этой карточкой я уже начал двигаться по майведу конкретно. Потому что у всех фотографов свой стиль там свадебный, да, а у меня закатный. Потому что у нас в Якутске, в Якутии, да, очень красивые закаты же. Очень в других странах таких закатов не увидишь. Ну, там бывает и быстренько уже темнота же, да. А у нас долго вот эта красота стоит и смотришь там, да. И в это время я силуэтную вот эту такую фишку с комарами там. Сейчас так не снимаю, конечно. А участвовал в других конкурсах? Или после этого на майвейде все? Места занимал? Расскажи еще. Локально тут каждый год я лучшим свадебным фотографом ЗАГС проводил там, да, в то время, 10 лет назад. А в других тогда самая крутая только майвед был. А Горько еще, Горько зачем там? Кринжательно же было так в то время. Поэтому самый опытный, самый крутой это майвед. Ну, наверное, до сих пор я там сейчас не сижу, не слежу. Поэтому а почему ты там в Казахстане? Хотел переехать просто. А, ты хотел туда переехать? Хотел переехать. Временно хотя бы, да. Там просто в то время, когда уже хотел переехать туда, в то время хороших фотографов в Казахстане особо не было, именно свадебных. Были такие среднячковые. А я хотел туда, вот поэтому, тем более там людей же много, вот поэтому, тем более красиво, там очень красиво. И забив эту тему тоже. И геолокацию вот так оставил, до сих пор стоит. И до сих пор звонит, пишет там, вот нам понравились твои фотографии. Вы свободны такого числа. Ребята, вы откуда пишете? Салмат, с Астаны. Ребята, я в России сейчас, в Якутске там. Извините, не могу. Да, извините. А хейтеры были в майведе? Нет. А мне Сега сказал рассказать, чтобы ты рассказал про хейтеров в майведе. Хейтер у меня... Почему хейтер? У меня хейтеров не было, но я конфликтовал. Почему я оттуда практически ушел, не начал развивать страницу? Потому что там я начал конфликтовать, как они перешли на myvet.com, как стали международным сайтом, да? Я начал конфликтовать с руководством. Сергей Королев, это создатель сайта, и я с ним жестко там. И многие мы ушли, по идее, я ушел, Коля Злобин, такие топовые фотографы, он ушел, еще кто ушел? Это мои знакомые просто. Кемран остался, Киняпин, Франтова, вот они тоже практически перестали, потому что как международным сделали, они начали продвигать искусственно других фотографов, чтобы продвигать свой сайт, допустим, в Италии, и там слабых таких, очень слабых фотографов, они там продвигают, и смотрим, фото дня, такая слабая картинка. Что это такое? Это же неправильно. И многие начали писать вот Королеву, зачем вот так вот? Если не нравится, все, уходите там. Банил он там кого-то, да. Ну, это как на Веве, да, получается? Я не знаю, наверное, скорее всего, у всех такая. Ну, они, с одной стороны, стратегию правильную выбрали, да, чтобы продвигать свой сайт, но про своих забыли. Благодаря нас они вот так поднялись, на самом деле. Именно такие люди, как мы, да, и тем более фотографы в России и вообще в СНГ, в основном в Украине, да, получается, и в России очень хорошие, качественные фотографы были всегда. А другие страны смотришь, да, там, час $5000, там, смотришь картинку, швак, вот так, вот такой прям. Я лучше всем, на самом деле. Вот ты сказал, снимал в других городах. Где ты снимал вообще? В Калмыкии снимал, в Татарстане снимал, в Москве, в Питере снимал. А так семейную в Казахстане снимал. И один раз за границей снимал. За границей? За границей. А я один из первых, который за границей. Первый, наверное, скорее всего. Сделаем заголовок. Первый за границей. Да, даже Леша потом после меня уехал снимать. Но зато он в Америке снимал.
а я в Латвии снимал. Ты в Латвии что снимал? Свадьбу? Свадьбу снимал. Ничего себе. Ну, достойные фотографии. Мне нравятся до сих пор эти фотографии. А где их посмотреть можно? Секрет? В Майведе есть, походу, у меня там серия лежит. Надо будет глянуть, интересно. Понравилось там? Конечно, там даже криворукий фотограф может хорошо снять, потому что там везде красиво. И замки есть, и деревья высокие, да, там пейзаж на пейзаж. А у нас что? Пейзаж далеко находится. Вот рядом с городом ничего нет уже. Вообще архитектуры нету, во-первых. Вот поэтому приходится из говна сделать что-то, шоколадку, что ли. Приходится вот так работать. То, что есть. Вот. А в лесу вот начал я первым снимать вообще. Никто не понимал, почему. Я предлагал своим молодоженам, давай в лесу, там, на природе будем снимать, да, там. А все в городе на площадях, да, снимали? Все старики там снимали, даже молодые фотографы там снимали, да. А я в лесу всех снимал. В лесу вот прикольно будет. Потому что я смотрел вот западные фотографии, да, они тоже в лесу же снимают, а не на фоне дедушки Ленина, да. И я, давай в лесу. Никто не понимал, зачем в лесу нам, там комары там сидят, все дела. А сейчас как? Без природы никак. Но зато такие на природе фотографии хорошие все равно получаются. И да, говорю же, классика долговечная там. И сейчас вот микрорайон Туска уже есть у нас там. Сейчас вот там целый микрорайон же. А я там снимал. Там каждый пенек знает, где хорошо тень падает, где хорошо солнце светит, там я знаю, вот поэтому я начал там снимать. Сейчас там нигде не снимешь, там домики стоят. А тогда лесом был. Самая ближайшая природа. Там даже можно было пешком добраться, вот. А сейчас надо далеко ехать. Везде же тут рядом с городом оживленно, там дома, дачи, там, да. Вот поэтому хорошая природа надо, чтобы найти хорошую природу, надо далеко ехать. Слава богу, многие молодожены понимают, согласны, вот поэтому едут с нами там в ебенях. В чем разница свадебного фотографа от семейного фотографа? Ничем. Это все равно свадьба, это молодожены, это начало же семьи, это и есть начало. Так что, мне кажется, свадебно-молодожены и семейные по мне одинаково. Там вот семейный фотограф, он сможет отснять свадьбу, который не снимает свадьбы? Тут так надо говорить. Если нет желания, да, ты не будешь снимать. Хоть семейный, хоть портретист. Главное желание. Если желание есть, все время будешь снимать. И хорошо будешь снимать. Я знаю то, что ты снимаешь, кроме свадебной фотографии, разные фотографии. Портреты, корпоративные, имиджевые съемки, да. Вот расскажи про это. Вообще, помимо свадебной съемки, конечно, я как все многие якутские фотографы, все снимаю. В основном сейчас, еще более-менее перестал в этом году почему-то. Мало заказывают. Обеднели, походу, промышленные компании, вот поэтому не заказываются. Так вот с ними до этого события, всем известного, да, вот это снимал очень хорошо. Имиджевую съемку делают для промышленных компаний. И вот мне нравится портреты, такие классические портреты стариков почему-то. И у меня свой проект есть, который уже давно снимаю, про якутскую культуру, про СЭХ, про рыбалку, точнее, про мунха, да, там, про куюр, там, да. Это же в Тату ездил еще, да? В Тату ездил ты, да? В Тату про Мандарус, да, его с ним портрет про кузнеца, да, там. Кузнецы у меня уже были. Вот потихо я это снимаю, может, когда-нибудь в старости, да. Слишком много слов, да, про старость. Блядь. Я насколько старый, что ли? Нет, конечно. Когда-нибудь, может, сделаю фотопроект такой, да, выставку. Потому что
Тебе это в накопились кайф такие, работает? у меня накопились такие хорошие карточки. Если массово смотреть, можно собрать что-то годное, потому что не всегда же я свадьбы снимаю. Мгм. Вот когда-то говорили, сделай вот выставку из свадебных фотографий. Это же, по мне, не знаю, это не сильно творчество. Хотя творчество, да, все равно ты творчеством занимаешься, да, но это, по мне, не творчество. Это чуток совсем другое, там, свадебная съемка. Вот поэтому пытаюсь все равно творчески работать и для себя что-то все равно снимаю. А основная деятельность это свадьба все равно, да, до сих пор. Вот поэтому, чтобы разбавить, начал снимать промышленные компании, там, допустим, вахтовиков, там, трудяг, там. А студийные вот... Студийные, да, студийные тоже снимаю, но в основном семейные, классика тоже там. Я уже свою отснял, как бы там креативные такие, молодежные, такие девочек, там, мальчиков, да, там. А иногда хочется это снять? Хочется, конечно, редко снимаю все равно, но для себя не снимаю, в основном заказы снимаю. Творчество это вот, получается, только твой проект, Да. бесплатно? Бесплатно вот один проект есть у меня, который про якутскую культуру снимаю там. А когда последний раз свадьбу бесплатно снимал? Бесплатно свадьбу? Да. Года 2 назад, что ли. Другу? Друга. Все равно снимаешь там. Просит, конечно. Ну, не знаю, люди должны понимать, бесплатно работать никто и бесплатно не будет. Хоть друг бесплатно никто не будет. Все равно какую-то оплату там, хоть мясом, да, оплачивает там. Что-то надо дать все равно. Это же наша работа, мы Конечно. этим живем, вот поэтому надо... Слава богу, сейчас понимают, это раньше. По-братски снимай там, по-братски там. Братюнь там, вот так. Вот в 2010-2011 году такое было? Часто? Часто было. Тем более там. Ты еще молодой, получается. Дело не в том году, а дело в том, что ты только начинаешь, и в это время приходят такие вот шакалы. Не шакалы. Просто приходят такие ребята, и давай бесплатно. С одной стороны, это опыт, да, а сейчас бесплатно работает, если такой социальный проект, там бесплатно можно. Для меня это работа, конкретно четкая работа, где надо ответственно относиться, очень ответственно. Поэтому бесплатно мало работаю. Но работаю. Бесплатно нам же дом не строят. Бесплатно квартиру не продают же. Да. Бесплатно ты хлеб не купишь же дом. В магазине. Вот так же. У вас с Анжеликой в прошлом году была свадьба. Шикарная такая свадьба. Спасибо за приглашение. Все было круто, на уровне. Но расскажи, каково это было ощущать себя по ту сторону камеры? Ты же хорошо покушал? Да? Очень хорошо, да? Очень хорошо. Спасибо. А я не покушал. Я голодным ушел. Почему? Потому что это моя свадьба. Оказывается, когда ты жених, либо невеста, ты толком не кушаешь. Ты слушаешь людей там в основном. Я успевал покушать. Ну, это ладно там, да. Самое главное, вот это слова близких людей, да, родственников, родителей, это бесценно оказывается. Потому что я понимаю, да, что самое ценное для нас это время все равно. Если время, вот, как мы вообще всегда говорю, надо уважать фотографов, видеографов, потому что после свадьбы что остается на память? Еда, что ли, вот, который... Торт, что ли, который... Не против кондитеров, конечно, да? Торт, который, как мы стоим, такие же торты сейчас делает, типа за 50 в среднем, да, за 30, да, вот такие торты бывают. И наш средний такой же практически, да, можно сказать. Но на память после свадьбы остается чисто фото и видео. И вот твой костюм, который уже потом не одеваешь, можно сказать. А по ту сторону камеры как себя ощущать? Я сначала, я примерно посчитал, я где-то чуть-чуть выше, где-то 1000, в среднем 1000 этих снял, молодоженов. Вот поэтому я всегда думал, если у меня свадьба будет,
Блин, я думаю, там... Я же все знаю, как по сценарию как бы идет там, да. Выходит, поздравляет там. Неинтересно будет. Вот я особо не хотел свадьбу, на самом деле, там. Я же там кручусь, верчусь, что там... Вот поэтому сначала как-то так скептически относился. А потом, ладно, свадьба один раз в жизни, вот поэтому будь что будет там. Начал сам, хотя все спрашивают, что такое, вот оформители наши знакомые, да, тоже, что, как надо делать. Я советовал, потом, сами что хотите, там, ведущему Диме Идрахинскому, я тоже его очень давно знаю, уважаю, и я ему говорю, что хочешь, то и делай, там, всем говорю, вот так, что хотите, то и делайте, там, вообще это не руководил, можно сказать. Зачем? Я хотел наслаждаться, и да, я наслаждался. Вообще, когда ты с первого лица, когда смотришь свою свадьбу, да, там, это круто. Это ты не фотограф, ты не со стороны смотришь, а с первого лица уже смотришь, да, и там вообще ощущения совсем другие, оказывается, эмоции. Вот это, когда на других свадьбах время очень медленно идет, очень медленно. Ты все время часы смотришь, вот так смотришь, когда же 10, 9, да, чтобы уйти домой там, да, покушать. В основном покушать, да. А там время очень быстро уходит, оказывается. Не успеваешь наслаждаться. Очень. И все. А с какими сложностями столкнулся? Вообще за месяц все организовали, никаких сложностей не было. Во-первых, слава богу, я знаю эту тему, вот поэтому... Не, таких сложностей не было. Вообще форс-мажоров даже не было. Ну ладно, с погодой там арка упала, все. Дима говорит, там арка упала, давай внутри там церемонии сделаем. Пусть там. Вот из фотографов ты выбрал Вова Бочкарева, видеографа Диму Стефанова. Тут дилемма была вообще. Вот расскажи про выбор. С выбором сложно всегда. Там, всем интересно. Когда было. все твои друзья, коллеги, это фотографы, видеографы, да, там, блин, как выбирал там. Ну, изначально фотографа вообще очень хорошего знакомого друга, можно сказать, да, с Татарстана. Хотел позвать, но он уже был занят. И не смог. Вот поэтому я же давно подключился насчет организации свадьбы. Какого числа вот это долго выбирали там, вот поэтому некоторые за год же, да, вот начинают суетиться, а мы что с опозданием там. Вот поэтому друга не успел позвать. Ладно, там тут среди местных. Если позову, допустим, вот этого, он у меня гулять не будет. Ладно, блин. Так, более близко к себе, чтоб и он погулял, и чтоб отснял вот Вову. Вова не прям такой же у меня друг, ну, хороший знакомый, коллега, да, там, но не корефана же все равно. Вот поэтому, ладно, он успеет погулять, и работать тоже. Ну все, на этом договорились. А с Димой тоже давно знакомый коллега, но тоже с одной миски не кушаем же, как, если так выразиться, да, вот поэтому тоже Майк, что будет работать, Майк близкий, да, с Майком очень много дел делали, работали, с одной миски покушали, можно сказать, да, вот поэтому ладно, там выбор между... Вася, что, гулять не будешь? Вот поэтому ты гулять не будешь. Вот поэтому вы гости. Ладно, Дима, извини. Ты гуляешь наполовину и работаешь. Все вот так. Ну, это очень самый сложный, когда составляешь список гостей. Второй этот был. Когда вот... именно фотографа находишься, видеографа находишься. Ну, это интересно. Это для меня, это для других-то это с этим проблем, мне кажется, не будет. Потому что когда вот у тебя друзья фотографы, видеографы, с этим очень сложно. Главное, не обидеть бы кого-то, да? Вот
Оправдал ли ваши ожидания фотографии, Нет. видео? Конечно, я видео до сих пор не получил. Дима, ты где? А нету, убежал. Вот, хотя на Нюху он пригласил меня. И обещал до Нюхи отдать. А Нюха через пару дней. Я жду до сих пор. Ну, я такой добрый, вот поэтому не напрягаю его. Не пишу сторизы там, как некоторые, да. Жду просто, терплю. А СДЕ? Понравилось? СДЕ вообще бомбический. Ты раньше скептически относился к СДЕ? Мне так казалось. СДЕ... Нет, все равно фильм надо взять, потому что... Нет, я имею в виду, ты сам... такой тизер, такой урезанный вариант. Все равно это не продукт. Но после свадьбы ты говорил другое. Вы пихаете вообще этот трейлер, какой-то тизер, вообще непонятный, что это. Там никакого кайфа нет на самом деле. Но ты кайфанул же после свадьбы. Для меня сейчас, я смотрю, это непонятно, что там. Урезанный вариант. Такой быстрый. А до этого... Я хочу смотреть, как люди поздравляют. Потом ты же там не запоминаешь, когда сидишь. Я уже забыл свою свадьбу. Я хочу вот поэтому фильм. У тебя в запрещенной социальной сети. Ребята, всегда заказывайте фильм. Тогда интересно будет. Это сразу после свадьбы через месяц смотреть не надо, конечно, да. Через год вообще шикарно будет. Через 5 лет вообще еще вкусно будет. Через 10 лет вообще это бесценно будет. Вот поэтому... Тем более люди приходят, ходят, вот поэтому фильмы вот так оставляют хотя бы там наших близких людей. В запрещенной социальной сети у тебя 2 целых поста СДЕ. Какие запрещенные социальные сети? Ну, в России, Инстаграм. Да? Да, целых 2 поста СДЕ. Я не знаю. Никто не запрещал мне. СД, а что, это фильм там не загружится? СД только можно. А про фотографии понравились? Фотографии понравились. Вова, спасибо. Отличные фотографии. Какой фотограф из... Я себе еще фотокнигу закажу, нормальную фотокнигу. Электронно смотреть не советую, вообще это не то оказывается. Все равно. Почему? Толком печатный вариант всегда вот ценится. Там по-другому смотришь, ощущаешь. Да? Так что, если денег пока нету, откладывайте, и потом через пару лет можете сделать себе вот нормальную книгу, фотокнигу. Это когда вот открываешь печатный вариант, там уже это как матрица. Начинаешь погружаться в тот день, да. Так что это печатайте и смотрите. А цифровой, мне кажется, там другая атмосфера совсем. Надо будет распечатать. Для этого видео хватает, чтобы цифровой смотреть, вариант смотреть. Чьи работы из свадебных фотографов тебе нравятся? Местных? А у нас местные есть, что ли? У нас местные свадебные фотографы есть, что ли? Конечно. Я не знаю. Я думаю, только я один. Точно есть, что ли? Назови. Пермяков, Марса Макаров. Кто такой Пермяков? Юлия Авдюшева. Я знаю Гришу Пермякова, который Сахамин. Он стал фотографом. Максим Пермяков? Да. Марса Макаров. Юлия Авдюшева. Макса же мой друг просто. Он фотографирует, что ли? Юля моя невестка, я ей свадьбу снимал. Ты ей свадьбу снимал? Ага, я ей свадьбу снимал. Отличные фотографии были. На моей виде тоже лежит одна фотка вроде. Она стала фотографом, что ли? Ладно, поехали. Я что-то проспал, что ли? У вас с женой 2 цветочных салона. Как они работают? То есть у жены есть цветочный магазин, который занимается флористикой. Именно свадебной флористикой очень хорошо занимается. Она, точнее, своих работников обучает. Обучаются они даже одна девушка ездила в Казахстан, там обучалась, вот поэтому они все время учатся, развиваются, да, вот именно еще по свадебной флористике, это же надо знать.
тоже. Это вот так собрал все ты, и это тебе не букет. Красивые букеты тоже решает же. Это главное украшение невесты, можно сказать. Да, вот у жены есть магазин, да, работает. И онлайн-магазин у нас Вот был. онлайн. Онлайн есть, но пока приостановили этот проект. Пока приостановили. А как ты справляешься с 8 марта? 8 марта? Да, Я работы чё, там точно, много. Я сам же не продаю цветы, я со стороны, я в основном жене же помогаю, вот поэтому, конечно, жесть это вообще не советую, не станьте мужьями флористов вообще. Это мой совет, мужчина. Это капец, это адский день. Тем более у меня день рождения 9 марта, вообще праздник, не праздник, вообще. А ты, значит, если свадьба на 8 марта зайдет, ты возьмешь ее или нет? Я свадьбу не возьму, я жене буду помогать. Хорошо. И я Круто, помогал, круто. и буду помогать. Вот, поэтому на 8 марта не берите меня, я занят уже. 9 могу взять. И, конечно, 9 даже не справляю день рождения. Чисто отходняк, как зомби лежишь такой. Сегодня наконец-то 9. Это жесткая радость. Какая там нюха. А теперь к главным вопросам. Почему ты все еще не подписан на меня? Я на тебя не подписан, что ли? Да. А твои посты я как все время... Знаешь, я вчера угорал. Петю Хихиш, знаешь? Я вчера на него только подписывался. А до этого, оказывается, не был подписан. Я еще вот днем с женой сидели, обедали и угорали. Я, оказывается, Сунтарову не подписан. Вообще, что за... А жена подписана. Что за фигня там? А на тебя... Я просто, скорее всего, не слежу со своим этим... Социальными сетями. Аккаунтом, можно сказать, да. Даже... Ну, у меня есть сайт, и тут так... Фиксия, можно сказать. Я, по идее, не сильно медийный человек. Не сказал. Я просто тебя уважаю, вот поэтому пришел сюда. Спасибо. Я скрытный человек. Я не люблю себя афишировать. Если бы афишировал бы, я давно бы стал блогером там. Как Велик Макс. Велик Жек был это. Много народу интересно же о тебе узнать, поэтому... Людям, наверное, интересно. Ну, не знаю. Интроверт что? Вот поэтому... Ты интроверт? Интроверт, да. Я бы не сказал. Дома я интроверт, да. И дома интроверт. Ну, на работе быть интровертом тоже как-то... Шучу, интроверт. Ну, скорее интроверт. Я домосед такой жесткий. Дома люблю один сидеть даже. На даче. Я от людей очень много устаю, на самом деле. Блин. После свадьбы у меня вообще башка болит очень сильно. Ну, это тяжело весь день. Просто через тебя очень много вот энергетики проходит. Ты чувствуешь же людей все равно. Да. И устаешь морально. Вот физическая усталость, это еще можно, да, там через пару часов восстановиться. А вот моральная усталость... Да. Второй главный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Сколько я зарабатываю? Мало. Мало, чем все. Мало, чем ты. Очень мало, оказывается. Я вот думал, я бы не сказал. Я посчитал. Я бы не сказал. Я посчитал, сколько зарабатывает фотограф. Я охуел. Они жестко зарабатывают. А я мало зарабатываю. Я мало. А больше надо, оказывается. Хочется больше, конечно. Может, я мало работаю? Либо тариф такой у меня. Хотя у меня тариф, оказывается, не меняется уже больше. Вот, 10 лет практически не меняется мой вот прайс вообще. До сих пор люди говорят, что так дорого говорят. Вообще недорого. Допустим, вчера съемку сделал, часовую. 5000 взял. Вышел со студии, купил хлеб, молоко, потом поехал в сторону автозаправки, там заправился 2000. Все, у меня там на карман уже там, когда уже в конце
домой зашел, вытащил только 1000 рублей всего лишь. Я, получается, 1000 рублей заработал. Или 5000. Оказывается, 1000. Так что, не знаю. Вот эта финансовая часть там, я вообще не бизнесмен. Да, зарабатывать что-то, да. Главное, я кайфую, когда снимаю все. И потом в передаче оплачивают. Это же кайфово же. Когда мы с тобой работаем, ты не мешаешь видеографу. Я заметил это. Ты всегда смотришь, чтобы не залезть в кадр, даешь полноценно снять нам кадр. А мешают ли тебе видеографы? Видеограф всегда мешает. А вас же много, вас 2, блин. Как минимум. Или 3. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Еще, слава богу, вот в последнее время ребята соблюдают дресс-код, вот, хорошо одеваются и теряются в толпе, да. А раньше, блин, как одевались там. Это буквально пару лет назад. Ужасно одевались. Кто же такой видеограф у нас? Аярхан там. Айхан там. Одевал шлепанцы там, шортики там. Он так носил, что ли? Он так ходил. Так носил ты? А, да? Не, у него друг есть, который в тапочках ходит на свадьбу. Да. Я его прозвал Вова Тапочка. Вова Адидас же есть, а тут Вова Тапочка. Он у меня так сохранен. А на него я подписан, кстати. С кем из видеографов тебе легче нравится работать? Со всеми? Без разницы. Без разницы, со всеми. Я не знаю, никто не напрягает. Я же не токсичный человек, как некоторые. Вот поэтому со всеми хорошо работаю. Там стараюсь тоже вот соблюдать правила, дать время, как они же тоже подрядчиков работать должны, что-то отснять, что-то понимают, так что со всеми общий язык быстро нахожу. Даже хоть начинающие видеографы. Им объясняю, конечно, советую, как снять, что надо делать там. Насчет одежды даже, да, там. И сразу предупреждаю, что кормить тоже не будут. Сразу предупреждаю, ага. Так что я говорю, покупать что-нибудь себе. Я же купил или поел, или худею. А в основном сейчас в последнее время худею. Когда не кормят, вот наоборот, начал обрадоваться. А вечером же кормят вот поэтому. А вечером нельзя кушать. Чем ценнее фото, чем видео? Они равны, мне кажется. Ценнее, не сказал. Я обесценивать вот работу видеографов вообще не хочу. Никогда не обесценивал. Вот поэтому они равны по мне. И фото, и видео. У каждого своя изюминка. У каждого, конечно, своя изюминка. Снимал ли ты одной невесте или жениху свадьбу несколько раз? Бывало, ага. И каково это было? Да вообще пофигу. Люди заказывают, платят. Приходишь, снимаешь там. Да, здрасте. Снова. Третий раз тоже. 3 раза? У меня вообще этот суеверий нету насчет прям типа... Нет, просто интересно, было такое, чтобы 3 раза снял? 3 раза нет. 2 раза, да? 2 раза. Потому что, сами понимаете, по статистике по разводу, да, Россия на первом месте. Ну, нет, просто... Никого не удивляет там. Неловко не было? Разводятся, женятся, разводятся, женятся. А? Неловко не было? Вообще нет. А были ли случаи разводов до сдачи материала? Нет, не было. Такого Все мои не было. молодожены хорошие и качественные. Любят друг друга. Я тоже их люблю. Не было такого. Хотя ребята рассказывали, а у них такие случаи были, оказывается. А у меня нет, к сожалению. Или к радости. К радости. В одно время, в году 17-м, у вас была жесткая конкуренция с Руфовым за топ-1. Ой, конкуренция. Какая конкуренция в Якутске? Вообще вот Ну, до сих пор я... Свадебных фотографов.
думал насчет этого тоже вот недавно. Есть у нас конкуренция или нет? Нету конкуренции у меня. До сих пор нету. Среди видиков, среди фотиков нету конкуренции. Есть тенденция, все. Тенденция? Ага. Объясни это. Ну, допустим, ты молодой, тебя заказывают молодые, все, вот так работает схема. Ты со своими поколениями работаешь, и все. А вот конкуренция... Нет конкуренции, всем хватает заказов на самом деле. Нет конкуренции. Тем более качественных фотографов в Якутске вообще по пальцам можно посчитать. Это я, потом остальные. Последние сезоны ты завязан сильнее, чем раньше, я это заметил. Ты вообще прям... Просто я почувствовал, что молодежь приходит за тобой, да, вот прям на пятках наступать. Я почувствовал это. Все говорят, ты старый, старый. Это уже 10-й раз говорю, да, по старости. Или 20-й раз. Почему вот ты так говоришь? Ну, вы же так говорите. А я чувствую себя, знаете как? Я моложе, чем вы чувствую. Ну вот видишь, я про это и говорю. Я же угораю, это сарказм. Я люблю сарказм, и над собой я всегда смеюсь. Вот поэтому... Ну откуда ты черпаешь Ну я силы? почувствовал, что уже новая волна фотографов приходит, просто новая молодежь приходит. Я почувствовал их, да, и зачем мне это сбавить оборота просто? Начал работать. Вообще, я люблю здоровую конкуренцию, если про конкуренцию говорить. Да, я люблю здоровую конкуренцию, когда оба человека развиваются правильно, без токсичности, да, и развивается, и что-то очень хороший продукт делает. Это правильная сторона, допустим. Да. Тогда и свадебная съемка у нас в Якутске будет развиваться. У нас свадебная съемка на уровне 2014 года, 2015 года также стоит. А ты согласен, то, что локации в этом влияют? Локация это второстепенно на самом деле. Тут. Новых идей у ребят нету. Новых прям таких. Ну, ты смотришь тренды? Тренды смотрю, конечно, но тут локация это второстепенно. К сожалению, многие молодожены не креативные, не творческие. Это, по идее, правильно. Зачем всем надо быть творческим и с таким прям хорошим вкусом, да, там. Не все же такие. Я их понимаю, конечно, вот поэтому, к сожалению, да, у нас население такое маленькое в городе, да, маленький город, вот поэтому из 10 только одна пара стильная. Конкуренция есть с этими молодоженами, короче, когда одна стильная пара, и хочет их снять там, их хочет снять уже 5 фотографов. Там есть конкуренция. У нас, да, к сожалению, стильных со вкусом молодоженов очень мало. Так что, ребята, если хотите устраивать... Тут дело не в бюджете, на самом деле. Тут вообще, когда у тебя вкус есть, бюджет не решает, на самом деле. Почти все локации в Якутске открыты тобой. Ну, ты почему так, почти? Ты так говоришь. Есть ли места, которые ты не открыл? Это Канкавасский мыс активно я не начал, да, там снимать. Я там снимал, но как активно, как другие начали снимать, нет. Это Канкавасский мыс, это точно говорю, это не моя локация. Но кроме Канкавасского мыса, да, смело могу сказать все мои локации, которые я открыл для молодоженов именно. Конечно, все знают, где это, да, но именно для свадебной съемки, да, я открыл. А будут ли еще? Нет. Новые? Нет, конечно. Просто поблизости вот нормальных локаций нет уже. Я везде объездил, все посмотрел. Ты искал, да? Удобные, чтобы был проходом, где можно подъехать, удобно, комфортно, да. Таких мест мало же у нас просто. Это надо ехать далеко. У меня география для свадебной съемки получается в сторону Покровского тракта до Ленских столбов. На этой стороне до Кенкеме, где Вилюйский тракт. А по Намскому тракту это Канкавасский мыс. Да.
И по этой географии, по этому радиусу, получается, я все объездил. Более удобные, комфортные, более классные места. А когда пишут, вы, наверное, снимите нас, где не снимали других. У вас, может, локация есть такая вот действенная. Там. Нет таких локаций, извините меня. Это надо далеко в Ханду либо на это ехать. А бывает ли, в твоем опыте, наверное, бывали, конечно, бывали, но в последнее время бывают недовольные клиенты? Нет. Нет, да? А за всю карьеру? Бывает, конечно, это естественно, это у всех бывает, это нормально. К этому сначала болезненно было, когда говорят, фотографии ужасные, мы разочарованы. Там. Конечно, это очень болезненно, там, прям убиваешь себя, не спишь, не кушаешь, там, это прям депрессняк. Потом уже с опытом переходишь этот этап, все уже с опытом уже. Потом начал, если не нравятся фотографии, давай второй раз снимем, просто как, ладно, я банкет снял, регистрацию, прогулку уже постановочно можно. Я пару раз так предлагал. Это в начале еще там. И снимали так? Снимались, ага. Потом все нравилось, все круто. Да. Компромисс надо все равно найти, когда не устраивает качество работы, все равно надо. А вот кидать там и исчезнуть, это не мое. Город-то маленький, все равно найдут. А конфликты с клиентами были? Нет. Круто. И надеюсь, не будут, потому что я сам не конфликтный человек. Может, нет, не было, оказывается. Вот поэтому стараюсь сразу уладить, когда у меня пару лет назад, пара была, и там невеста сказала, типа, фотографии не устраивает, мы думали так. Она потом отправляет фотографии, западные фотографии, там, которые на пленку сняты. Я хотела вот такие фотографии. Девушка, извините меня, но это же на пленке снято, там другой эффект совсем, да. И плюс люди прям модельной внешности, да, и на фоне замка. У нас всего этого нету тут просто. Когда маленькие такие деревья, там, они свет по-другому пропускают, и картинка совсем другая получается. И когда смуглые люди, когда жених после сенокоса или после охоты, да, там приходит, там такой загорелый и неправильный загар. Вот это беда, вообще беда. Неправильный. Чуть не половина, да. Водитель же загорает с этой стороны, типа так. А невеста прям белоснежная, прям там надо найти баланс. И такие вот клиенты, типа, вот. Ну, там все равно компромисс находишь, объясняешь, и даже один раз даже половину гонорара возвращал. Да? Один раз такой был случай на свадьбе, короче. Снял свадьбу, и во время банкета я сел и начал кушать там. Там свободный стол был, да, там. И начал покушать потом вечером, когда гонорар уже получает там тетя или мама невесты или кто-то. Вот вы покушали, мы с гонорара вот такую сумму взяли. Да? Ладно, да. А у тебя в договоре не написано? Тогда договора не было. Ладно, да. Потом перестал кушать. Надо обязательно спрашивать, вы кормить будете или нет? Ну, это важно сейчас тоже. Ну, сейчас в договоре вроде пишут же. Ну, пишешь, не считают же. И забывают в основном. В основном забывают. Ну, да, бывает такое. Если организаторов нету, то самим сложно, конечно, за всем увидеть. Для нас, для видиков и фотиков, это болезненная тема вообще. Я знаю, ты раньше занимался боксом. Расскажи свои достижения. И сколько занимался? Я спортсмен, я дарсмен. Я сейчас действующий спортсмен, сейчас я дарсмен, да. Призер республики. А боксом, да, я боксом
достаточно долгое время занимался. Мгм. С 94 по какой? Закончил заниматься в 2009, наверное. Долго занимался. Ага. Так долго занимался. Очень много боев таких на юниорском, на детском уровне получается. На молодежке мало. КМС, кандидат в мастера спорта. Ну, юниорский, Мгм. не взрослый. Вот. А футболом? Ты же играешь в футбол еще? Футбол, да, играю. У нас была команда любительская. Мгм. Играли в какой-то лиге, да? Нет, Между собой. между Да. собой, Мгм. да. Но с лиги. И многие даже вот бывшие Ивуарис, что ли, Янник Бали, Мгм. известный. Мгм. Ну, то есть земляк. Вот он сейчас где-то на вышке же играет. Он с да? нами играл. Ага. Мгм. Еще был тренер. Он уехал. Павликов. Он говорил, рассказывал, что занимался. Он сам с Ростова, получается. Он Мгм. занимался с этим, с Гушаковым Денисом. Да. Ну. В детстве тоже занимались. Он потом травмировался и стал тренером, короче. Мгм. Вот такие ребята с нами играли, короче. А сейчас в Дарсе это в МГ, да? Дарс, Или где был турнир? это где мы играли? Мегнекангавасский В район. Моя, Да. да. Я стал призером, выполнил первый разряд. Да, корочка все есть тоже. Ну, ничего себе, поздравляю. Ага. Там, короче, сложно. Я уже почти 3-й год увлекаюсь Дарсом. Это увлекательно тоже. Мгм. Безопасно совсем. Ну, хотя руководство дает. Но это правильно. Как столько лет снимать и быть на уровне высоком? Надо любить это дело. Просто очень надо любить это дело. Просто быть фанатом. И самопожертвование, можно сказать, грубо только так. Потому что ты же свое время тратишь на чужих для тебя людей. Мгм. Самопожертвование, фанатизм. И просто любить это дело. Мне кажется, только так. Я до сих пор прям говорю, вот, я люблю свадьбы снимать почему-то. А гонорар это второстепенно всего лишь. А сколько еще планируешь снимать? Ну, до последнего заказа. Раз в год даже, да? Отличный Я не ответ. знаю, вот сейчас же с нашего поколения, которые начали, пару человек снимают же все равно, да, Мгм. там свадьбы. И не знаю, они в год сколько свадеб снимают, я не знаю. Я в свое время снимал в год где-то 80, в год 80, это с регистрациями, да. Мгм. 80 И свадеб? Да. Ничего себе. Регистрации просто без торжества, да, Мгм. там. С торжеством, с банкетом свадьбы, там, со всеми это считай, это 80 заказов. Ничего себе. А сейчас меньше, конечно. Сейчас Мгм. просто и молодоженов поменьше стало. Демография очень решает. Мгм. Очень решает. Я не знаю, сколько лет еще буду снимать свадьбы. Ну, сейчас осиливаю. Раз в неделю могу снять. Еще изи. 2 раза, пятница, суббота. Тяжко, конечно, становится. Это же все равно физический и моральный труд. Вот Мгм. я говорю же, я устаю чуток все равно. Вот на плаву быть еще, что-то качественный продукт сделать еще, да, при том. И удивлять людей надо. Это все равно. Люди же думают, шелк и все там. Что там трудно? Там, ну, так тоже можно работать. Шелк. А если творчески к этому относиться, там уже совсем другой уровень на самом деле. Какими качествами должен обладать свадебный фотограф, чтобы стать таким, как ты? Ответственным должен быть. А то некоторые бывают безответственные люди. Надо быть ответственным. Скорее всего, ответственный. Мгм. Это очень ответственная работа,
потому что это у людей, говорю же, только один раз в жизни женятся, свадьбу устраивают, да, такую пышную. Вот поэтому там вообще профукать что-то, устраивать всякие форс-мажоры, это не знаю. Вот поэтому главное качество для свадебного фотографа – это ответственность. Ну, конечно, потом уже качественная, если качественная работа, качественный продукт делаешь, да. Но в первую очередь надо быть ответственным. И напоследок, почему молодожены должны выбирать тебя? Именно тебя? Сейчас я сам выбираю. Молодожены. Потому что сейчас очень много интересных фотографов все равно, да, им надо сначала посмотреть все работы. А в основном через Инстаграм, я не люблю, когда через Инстаграм выбирает фотограф. Одна карточка ничего не решает. Надо всю работу посмотреть, от сборов до конца банкета. Если там история хорошо излагает фотограф, это и есть качественная работа. А штучные фотографии даже вот ребенок может сделать качественный кадр на самом деле. А вот сделать серию хорошо, да, вот это мало кто может на самом деле. Вот поэтому посмотрите обязательно всю вот эту серию свадебную. На сайте. На сайт. У фотографа должен быть обязательно сайт. Без сайта фотограф это уже несерьезный фотограф. Вот поэтому посмотрите, пожалуйста, работу от А до Я. И там и решите, можете выбрать. Вот поэтому я советую, если даже сомневаетесь во мне, да, вы посмотрите мои работы и выбирайте. Я не настаиваю ни в коем случае, вот поэтому выбирайте меня. Посмотрите мои, если устраивает, выбирайте. Если не устраивает, аривидерчи. Шучу, конечно. Ну все, спасибо, Женя, что пришел. Отлично получилось, очень интересно. Да? Да. Самый скучный выпуск, походу. Да, нет, очень интересно было все это услышать. Еще встретимся, придем.